Усім прывітанне, з вами па-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі за яе межамі ў нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамова. Чарговым нашым госцем, дарэчы, вот нарэшце чалавек, які дайшоў да студыі сённяшніх гасцей, вядомы беларускі сцэнарыст, рэжысёр, сябра каардынацыйнай рады, палітолог Андрей Курэйчык. Добрый день, спадар Андрей. Добрый день, по образованию политолог, да. Ну, гэта ж, як, я так разумею, як на ровары, як навучыўся вот, паліталагізіраваць, так вот уже і не спыніцца. Не выходит из меня, да. Так вось, я пачну да Курэйчыка палітолага мы прыціснем да стенкі крыху пазней, а зараз вас да кіношніка. Памятаю, мы з вами восенню 2020 года абмяркоўвалі падзеі, і вы тады казалі пра тое, што па, так сказать, матывах таго, што адбываецца ў Беларусі, можна зняць шыкоўны блокбастер. Сёння, калі паглядзець на ўсё тое, што адбывалася, усе гэтыя рэпрэсіі, усе гэтыя здзекі, гвалты, якія былі і працягваюцца на тую сотні палітвязняў, якія ёсць у краіне, гэта блокбастер, ці гэта, я не ведаю, можа быць якая-нибудь штосьці больш такое суровое варто было снять? Да, я думаю, что можно снять разные фильмы по нашей революции. Конечно, огромное количество героев, во-первых, действительно настоящих героев появилось за этот год, о которых не стыдно снять настоящее классное кино. К огромному сожалению, очень много драм, потому что поломаны судьбы, разорваны семьи, и есть даже потери, есть не просто драмы, есть трагедии, настоящие трагедии для белорусских людей, белорусского народа. Ну и я скажу, пару комедий тоже выйдет, если послушать некоторых наших государственных деятелей. Я бы сказал, что это в сторону прямо абсурдистской комедии. Можно тоже что-то бомбануть. А як вам вот с пункту гледжання, вот як режиссера, работа Азаронка? Блестяще. Я просто восхищен. Если ему не дадут Оскара, позор американской киноакадемии. Потому что так сыграть нападение на себя, я скажу, ни Стивен Сигал, ни Ван Дамм, никто не способен так отбиться от нападения КГБшника, как это сделал Григорий Озаренок. Ну, просто талант. Вот родит земля белорусская талантов. Озаренок один из них. Настоящий мужчина. Ну, что же вы что, так пихаться с сотрудником КГБ, это надо большую смелость иметь. Очень. Спадар Андрей, давайте все ж таки да больш сур'ёзна. На ваш погляд, як вот вы заўсёды, так, можа быць, вы ж творчыя людзі, дзесьці такія псіхолагі, назіраючы за беларускім грамадствам, да якіх высноў вы прыйшлі? Як змяніліся беларусы і грамадства? Я очень рад, что эта революция принесла определенное отрезвление для очень многих людей. Потому что была такая иллюзия, что, ну хорошо, можно жить при диктатуре, зарабатывать деньги, и это меня не коснется, и, ну, как бы можно пройти между этими струями дождя. За последний год эта революция коснулась всех. И абсолютно все сделали какой-то свой внутренний выбор. Спала эта пелена с глаз, что свобода может достаться легко, бесплатно, просто цветочками или чем-то другим. До очень многих дошло, что вообще завоевать свободу – это очень сложно. И это потребует огромных усилий и, к огромному сожалению, высокой цены. И это очень хорошо. Я повторяю, мне кажется, что жить в иллюзиях, в которых жило общество довольно долго, дальше было невозможно. То, что они спали, даже такой высокой ценой, это в целом большой плюс. Але наколькі гэта псіхалагічную траўму нанясе? Ну, я не ведаю, можно казаць пра грамадства, але лепей, может быть, пра асобнага человека. Ну, знаете, это как прививка, да, она, как бы ты переболеваешь чем-то, но потом, чтобы не болеть диктатурой, приходится вот делать такую очень болезненную прививку революции. И я повторяю, через это прошли все.
была страшная, да, война и революция во Франции. Чтобы построить французскую современную республику, понадобилось 5 республик учреждать. 5, не просто так, не одну. А в Англии, чтобы прийти к той демократии, которую они имеют, им пришлось обезглавить своего короля, и была гражданская война. Очень тяжелая. Война была в Америке гражданская, и до этого антиколониальная, и так далее. Люди проходят через очень тяжелый выбор. Украина потеряла часть своей территории для того, чтобы в итоге получить ту свободу, которую они имеют. Мы пока не потеряли территории. Мы пока имеем, слава богу, все равно жалко, но не очень большое количество, слава богу, жертв. Но, как вы правильно сказали, психологически это очень тяжелый удар по инфантилизму людей, по некому такому настроению, что мы все пройдем очень легко. Не будет легко. У мяне такое адчуванне, што вот вы адзін з тых вот прыхільнікаў той ідэі, якія вот людзі часам пішуць мне ў каментары, што да вот 16 числа вы ўсё профукалі, назовем это так, што вот трэба было па-іншаму не кветачкі дарыць, а іншым шляхам ісці. Я правы ці не? Тоже получаю очень много комментариев, что, конечно, задним умом быть легко умным, да, а в тот момент, конечно, никто не мог ничего предположить, но я верю в исторические закономерности. Вот во что я верю просто искренне, как человек, в то, что если исторически смена такого рода режимов проходила вот каким-то образом, то, скорее всего, она и у нас пройдет аналогичным образом. Никаких велосипедов мы не изобретем. Если брать жесткие такие авторитарные режимы и смотреть, как они менялись, это очень небольшое количество способов этой смены. И среди этих способов, к сожалению, нет такого способа, как просто люди вышли и мирно попротестовали. Не получается таким образом. І сыходзячы з гэтага, што ўсё ж такі людзі не пашлі іншым шляхам. Чаму? Таму што беларусы не прымаюць на нейкім, я не ведаю, там ментальным узроўні такую вось больш агрэсіўны метад паводзінаў, ці таму, што, я не ведаю, давайте там прямо скажем, можа быць, не з'явілася лідара. Можа, на той момант Светлана Тихановская дала слабіну, я кажу про Тихановскую, тому што яна адзіная, якая на той момант заставалася на свабодзе. Ну, смотрите, там много факторов сошлось. Это просто везение Лукашенко, во-первых, с народом. Действительно, народ невероятно мирный, толерантный и добрый. Это просто везение. Вот представить себе Лукашенко в той же Украине, да, или в Грузии в такой форме, или в Армении невозможно. Это, конечно, невозможно. Вот. Здесь попался такой более добрый и смирный народ с одной стороны. С другой стороны, сошлось несколько не очень хороших факторов. Первый, то, что не было плана. Плана не было. И была иллюзия, что власть, увидев свой электоральный проигрыш, очевидный, да, просто его примет. Ну, это не та власть, и Ермошина не та фигура, которая примет электоральный проигрыш, и Лукашенко не та фигура. Во-вторых, как мне кажется, был главный минус, что не сделали штаб какой-то. Штаб, просто элементарно штаб, где бы люди могли, как на Майдане, собираться. Третьи ушли с улиц. Просто еще есть такая белорусская привычка. Да, я революционер, но ровно на 3 часа. От 6 до 9 я революционер, а в 10 у меня ужин вот, дома. Да, и завтра ж на працу ісці. А завтра работа, а в субботу дача. Так не бывает. Ну, ты уж, если цель поставил, и, как на Майдане люди пришли зимой и не ушли. Да? Менялись там как-то, но не ушли. И оставляли эту зону. А у нас ушли с улиц. И это дало возможность перегруппировать все силы правоохранителей, да, и в итоге ничего не допустить. Четвертый тяжелый момент, что все-таки добились эфира в национальных СМИ.
Понимаете, в тот момент, в принципе, огромное количество журналистов и на БТ, и на СТВ, и на ОНТ, эти списки есть сейчас черные, да, этих журналистов, готовы были, и не просто готовы, а встали на сторону народа, и, в принципе, задача была выйти в этот эфир, потому что была иллюзия, что телеграм-каналы способны покрыть всю аудиторию. Нет, огромное количество людей все еще пользуются кнопочными телефонами, да, и не читают новости в Телеграме. Следующая была ошибка глобальная. Не поддержали Гродно. Как ни странно, в Гродно уже была на какой-то момент установлена народная власть. И власти там согласились с условиями протестующих. И наши лидеры должны были туда выехать первыми же машинами и поддержать гродненцев прежде всего. Оплот, где впервые власть дала полную слабину. Вот. Не поддержали. И в итоге туда сейчас кого назначили? Караника, Караева, да? То есть это потому, что надо было это Гродно-Азот и все остальное подавить. Следующая ошибка. Не вернули Светлану Тихановскую. Да, ее выслали какого там числа, 11-го, да, я не помню, вечером. Вот. Но 16-го ее можно было вернуть и провести с ней инаугурацию, если надо. И все, что угодно, народную инаугурацию. И никто бы не тронул. Потому что в тот момент, до начала сентября, никого не арестовывали из лидеров. Да? Первые аресты пошли, самый конец августа, начало сентября. Но вот эти вот 2 гигантских митинга никого не трогали из руководства. Ну и, как мне кажется, самая серьезная ошибка, то, что не добились освобождения своих лидеров. Как вы правильно сказали. Вот они были все на Окрестино. Тихановский, Статкевич, Северинец. Те, кто готовы были взять на себя ответственность. Если там Маша Колесникова не готова была, или Максим Знак, да, как-то по-другому видели ситуацию, то эти-то готовы были. И как, это обязанность людей, если твой лидер в застенках, добиться его освобождения. Нет, тоже пришли, постояли час, так сказать, под Окрестино и разошлись. И да, вот оно так все вместе сложилось. Но это учеба. Белорусы первый раз. Украинцы уже, которые там Майдан делают, непонятно. Грузины сколько раз. Армяне, киргизы. А мы первый. Первый раз, что бы ты ни делал, кино ли снимал, спектакль ли ставишь, ты сделаешь какие-то ошибки. Вот сделали. До рэчы, ці можна лічыць памылкай, ўсё ж таки вы былі не толькі ў тэме, але і как бы блізка да гэтых структур. Я памятаю ад самага пачатка, вы былі там і на розных абмеркаваннях і на сустрэчах штабовых і так далей. Я не адзін раз чуў ад іншых палітыкаў, скажем, прадстаўнікоў класычнай апазіцыі про тое, што вот яны б хацелі далучыцца да штаба Тихановскай, звярталіся да іх, а не атрымалі ніякага адказу, ці ўвогуле іх там паслалі ці пракінулі. Нават Зянон Пазняк напісаў, што ён хацеў бы далучыцца, але не это самае, ці то не адказу не атрымаў, ці то яшчэ што. Так можа быць, сапраўды было такое ці не, што былі яны неяк закрытыя ад усіх астатніх. Мы тут такія преукрасные усе, а вы оппозиция классичная, вы как-то не Нет, наши. Этот конфликт отцов, детей, да, он, условно говоря, был органичен, потому что опора вот этой революции, она была на тех людей, которые вообще никогда в политике до этого не участвовали. Но объективно, основная часть людей, которые вышли на улицу там и 16-го, и 23-го, они выходили или в первый раз, или, вот для них это была абсолютно новая зона. Так и для этих политиков. Маша Колесникова, она же не политик, она, извините, музыкант и арт-менеджер. Вероника Цыпкала вообще не политик. А Тихановская... Чакайте, она еще с Джорджем Бушем нават сустракалась, я фото бачил. Нет, может быть, она встречалась как там представитель Microsoft или чего-то такого, но это не политики. И для неполитиков встреча с профессиональными политиками всегда это какая-то проблема, потому что, тут очень трудно найти взаимодействие. И я помню ту атмосферу. Атмосфера была такая. Мы чувствуем, что Беларусь изменилась. Мы чувствуем, что Беларусь хочет перемен.
мы чувствуем, что у нас есть огромная, невероятная поддержка людей. И это было правдой, потому что там невероятное количество подписей было собрано за оппозиционных кандидатов, куча волонтеров, вы знаете, да, и при этом это не были как классические политические структуры. Вот. Тем не менее, все-таки какая-то часть такого политикума, там Виталий Ромашевский, Лебедько тот же, Добровольский, они помогали и помогают до сих пор, да, Добровольский там вот до сих пор политический советник старшей Светланы Тихановской и Ольга Ковалькова, да, из этой зоны, помогали. Но все равно основную работу в этих всех штабах делали люди, которые вообще к политике не имели никогда никакого отношения. Это были копирайтеры, это были журналисты, это были просто волонтеры со всех сфер, каких только возможно. Вот. И неизбежно было, просто это невозможно было избежать некого ошибочного представления о том, как функционирует политикум. Вы ўзгадалі такую сітуацыю, што не вярнулі ціханаўскую. Сапраўды вельмі шмат размоваў шло асноўным, ну прынамсі самым публічна ці самым гучным на гэтую ідэю разважаў Владзімір Мацкевіч пра неабходнасць вяртання. Але якім чынам вам гэта бачылася б гэта вяртанне, калі яна не хацела? Нет, конечно, если она не хотела, никаким, да, то есть вопрос был в другом, что 11 числа, да, когда реально еще не был объявлен победитель, когда еще не было никаких официальных там утвержденных решений, она была кандидат, точно такой же, как Лукашенко, с одинаковым статусом, да, она пришла в этот ЦИК жалобу какую-то подавать, да, там с знаком и Ковальковой. Именно вот в эти дни, когда была абсолютно максимальная поддержка, и если вы помните, вот показывали сейчас даже в этих фильмах СТВшных, как замминистра МВД ходил по камерам, говорил: я вас выпускаю всех, у вас нет жалоб, вы покушали, да, совершенно другое было отношение силовиков. Вот в этот момент это было возможно. Это, вот появление бы там Светланы 16 числа у Стеллы изменило бы ход всего. Это у меня нет никаких сомнений. Или 23-го, когда город был в руках протестующих. Надо отдать должное. А все силовики были сосредоточены вокруг этого дворца, где с автоматом бегал Лукашенко. Вот. Но я понимаю, что, видимо, ее так запугали в этом кабинете и так на нее там передавили, что у нее не было просто ни сил, ни эмоций, ничего сейчас в тот момент подключаться. Когда она пришла в себя, это было уже гораздо позже. И когда она пришла в себя, было уже поздно. Вы адзначылі такі момант, што не было плана. Калі працягнуць вот все ж таки на сённяшні дзень гэтую ситуацию, зараз план ёсць? Вот реально. Я не знаю. Если он есть, хотелось бы, чтобы его объявили. Есть план Перамога, да, то есть некий механизм, который вот штаб Светланы Тихановской разработал для того, чтобы мобилизовать людей. Сколько там записалось в него, мы не знаем. Это они не объявляют. Когда будут какие-то по этому плану действия, мы не знаем, это все секретно, они не объявляют. Мне кажется, сейчас, ну, кроме того, что оглянулись назад, ощутили, да, что что-то сделали не так, поэтому мы еще не победили. Ладно, ну, бывает. Это же как сражение, а есть все-таки долговременный план. Вот. При этом много побед, дипломатических побед, просто блестящих. Просто разгромили этот официальный МИД и просто разгромили на международной арене весь официоз. Это блестящие победы штаба. Но, как мне кажется, сейчас пришло время, когда просто надо объединить во что-то единое все вот эти разрозненные структуры, которые появились, потому что люди выехали, стали делать кучу структур каждый, да, и работать по своему направлению, и это какое-то время было хорошо, но сейчас, когда у нас у всех уже окончательно все свелось к
к тому, что Светлана Тихановская есть абсолютный лидер оппозиции, да, и все споры на эту тему, по-моему, прекратились уже. Вот сейчас то время, когда ей было бы хорошо сделать такое полное объединение, делать некий единый фронт, да, условно говоря, борьбы, где не отдельные структуры просто, а уже одна организация, как Белорусский народный фронт был когда в 89 году. Вот это было бы сильное решение. Яна-то можа быць і здольная і жадае прыняць такое рашэнне, наколькі вот вам бачыцца, што астатнія пойдуць на гэта, ці не падаецца вам, што мы Пойдут. ізноўку паўтараем вот гэтыя памылкі старой апозіцыі, калі мы там що вылучали адзінага кандыдата, но так і не Нет, давылучалі. ну у нас тут уже все. У нас на ближайшие годы совершенно понятно, что Светлана Тихановская будет знаменем этих перемен. Она, как считает абсолютное большинство людей, выиграла легко эти выборы, и у нее есть международный мандат теперь уже, да, и все. Тут в этом вопрос не стоит. Вопрос стоит в том, что так получилось, что штаб действует достаточно автономно, у них своя программа, они там по своей программе, и совершенно автономно действуют какие-то другие очень важные структуры. НАУ здесь, в Варшаве, Валерий Цыпкало в Латвии, еще кто-то, как-то по своей все живут программе. Это неплохо было бы в ситуации, когда мы как бы планируем горизонт на много-много лет вперед. Ну, живут и живут. Но все-таки если ставится задача победы, а мы понимаем, что это единственное, что нам надо, и не получилась вся эта тема с переговорами, не получилось, накрылась медным тазом. А у вас были сомневы, что... У меня не было никаких, но вот здесь как раз вы вспоминали Владимира Мацкевича, который эту тему продавил тогда в этом штабе, и они на нее повелись, потому что она очень вкусная для международной аудитории, да, что мы такие цивилизованные, мы ждем переговоров. Вот. Просто оказался переговорщик не очень цивилизованный с той стороны. Да, но сейчас понятно, что эта тема накрылась просто медным тазом, и так как у них, я так понимаю, в основе лежит вот тема план Перамога, его можно осуществить только если будет полное единство оппозиционных сил. И оно возможно, потому что в условиях репрессий, тотальных репрессий в Беларуси, все должны объединяться. Тех, кого выдавили из Беларуси, все те, кому позакрывали организации, все, теперь их можно собирать. И я надеюсь, что Светлана Тихановская сейчас получит серьезный финансовый ресурс после поездок в эти все Америки, Англии, Европы, да. Я убежден, что об этом речь идет, и это правильно, потому что ты не можешь просто пригласить людей, чтобы они как бы сидели и умирали с голоду, да. Ты должен собрать всех, иметь структуру, ресурс, определить каждому направление работы, и тогда это может быть эффективно. Про маральнасць выбару. Я не аднойчы чытаў, што вось зараз менавіта тыя часы, калі вот шэрага няма. Вось альбо чорнае, альбо белае. Яно сапраўды так. Вот все ж таки ёсць людзі, якія вот на нейкія такія шэранькія, якія, можа быць, вот так вот, ну, сядзяць на дачах і не зрабілі выбор. Белорусы очень не любят выбор, да, потому что выбор – это ответственность, ты потом отвечаешь. Вот один раз выбрали в 94 году, да, а потом очень многим стыдно стало за этот выбор. Но ты как бы сделал же его, ты его, этот выбор, осуществил. Зараз каго не спытаешь, вот. Никто не голосовал ніколі за его. Вот никто не голосовал, никто его не продвигал в парламенте, в комиссию эту, а смотришь стенограммы и видишь знакомые иногда фамилии. Кто предложил Лукашенко, например, главой антикоррупционной комиссии. Вот. И сейчас очень жалеет. Это Лебедько, например. И так далее. Ну, вот так бывает в жизни, что ты же не можешь предсказать, как оно все повернется, а оно вот так поворачивается. И поэтому для белорусов, так как этот выбор был у них отобран, его возвращение – это тяжелая ноша. Это очень тяжелая ноша, и далеко не все готовы с ней справиться. И мы очень надеялись на то, что белорусский народ вот на улицах самостоятельно примет какие-то решения и осуществит их.
Такой был нарратив, да. Не надо ничего подсказывать, не надо ничего руководить. Никаких не было этих мифических кукловодов, да, про которых говорят. Был наоборот нарратив, что люди должны принять решение. И люди все сделают. А сейчас мы понимаем, что белорусы просто этому не научились еще. Можа быць крыху да іншага да культуры і творчасці. Сёння на жаль вельмі шмат творчых людзей вымушана знаходзіцца за межамі Беларусі. Вы зараз працуеце ў Фінляндыі, той же самы Ушакоў працуе у Украине. Кіеве, музыкі паз'язджалі. Вось недавно у нас в эфіры быў лідар Дзецюкоў, які вот не ведае таксама як працягваць далей сваю творчасць, Наста Шпакоўская, Руся і гэтак далей. Спіс можна працягваць. Адначасова мы бачым, колькі новых песень, колькі новых вершаў, колькі там твораў, нават фільмы ўжо вот з'явіліся і гэтак далей. Але ўсё ж такі вот гэта выцесненне з айчыны, з рознай адрыванне ад каранёў ад сваёй зямлі. Як яно, на ваш погляд, на творчых людях адаб'ецца? Ну, по-разному. Одни становятся просто всемирно известными, как Набоков, например, или Бунин, которые уехали из России, или Горький, да, и провели фактически карьеру за рубежом. Для других это тяжелейший удар и физическая просто боль и конец карьеры. Я очень сочувствую, реально сочувствую, особенно артистам театра, потому что, я, допустим, человек вольный был изначально, драматург, что это такое? Человек может писать где угодно. Сел вот в любом кафе, в любой точке мира, вот я был там в Танзании, сидел, писал пьесы. Это не имеет значения. А для актера ты привязан к театру, ты привязан к сцене. И когда уничтожили Купаловский театр, да, который был местом силы, вот это больно. Новый драматический театр, это больно. Когда вынудили уехать современный художественный театр, это очень больно, потому что их аудитория живая, она осталась там, в Минске или где-то, и им сложнее всего. Поэтому я считаю, что это просто преступное было отношение к культуре. Как раз культура, практически вся в полном составе, они же просили одного: остановите насилие. Главный посыл был всех видео, вот можно пересмотреть их в Ютубе: остановите насилие, проведите честные выборы. Это не было какая-то, как они говорят, экстремистское или что-то такое, да. Они не требовали повесить Лукашенко или что-то. Они просили остановить насилие, то, чем должна заниматься культура по своей гуманистической вообще сущности. И за это вот им все это прилетело. А вас, вот я узгадаў, что вы ў Фінляндии, чым займаетесь? Я делаю новый проект, который называется «Голоса Беларуси». Я написал документальную пьесу, то есть собрал какое-то количество разных свидетельств того, что происходило, как абсолютно разные белорусы оказались вот под катком этих репрессий. Это истории, которые произошли и в августе 2020 года, и позже, и письма. Некоторые письма наших политзаключенных, Статкевич, Мария Колесникова. Очень разные люди, да, Игорь Лосик, Витольд Ашурок, погибшие. И сейчас мы делаем вот первый такой, как мы делали с Оксаной Мысиной, «Обиженные Беларусь», такой видеофильм. Сейчас мы делаем вот этот новый по документальному материалу, и уже Константин Райкин будет читать монолог Ашурка, например. А Владимир Щербань будет в Лондоне, режиссер бывший Свободного театра, читать монолог одного из белорусов, и мы собираем такую команду. Вот. И я хочу сделать его на разных языках. Будет и в Финляндии, на финском, в Словакии на словацком. Я надеюсь, что и здесь, в Польше, мы найдем партнера, который сделает на польском. Ну а как мы можем? Только вот отражать действительность, отражать какую-то нашу эмоцию на эту тему. Вот. Но вот эта пьеса «Голоса Беларуси», там нет
Нет никакого моего авторского текста. Я делал специально более 700, наверное, да, где-то больше 700 историй я разных прочитал, раскопал в разных источниках, и на Фейсбуке этих людей, и письма какие-то публиковали, и все. И в итоге вот 14 историй были отобраны и вошли в эту пьесу. Я вярнуся яшчэ на заканчэнне да такой палітычнага аспекту. Я не раз таксама чую, у нас в эфире палітолагі выказываліся про тое, што пачне рушыцца ўся рэжым, калі ён пачне сам сябе пажыраць. Вось зараз пасадзяць, рэпрэсуюць, выціснуць з краіны усіх сапраўдных там апазіцыянераў, апанентаў, проста нязгодных, а калі нікога ўжо не застанецца, ну будзе як вот у 30-е гады мінулага стагоддзя у Савецкім Саюзе, пачнуць самі сябе уже тады рэпрэсаваць. Так вось, ці згодны вы з гэтым першае, па-другое, калі ж гэта ўжо пачнецца? Ну, калі ўжо там які каранік Караева пачне рэпрэсаваць? Нет, понятно, что это такая борьба пауков в стеклянной банке, да, когда уже нечего есть, начинают жрать друг друга. К сожалению, это такие долгие процессы. Вот так хочется до этого даже не дойти, не дождаться. Потому что такого рода режимы, они могут гнить десятилетиями. Десятилетиями. Это мы наблюдаем в Венесуэле, на Кубе, где я был, в Северной Корее, в той же Сирии, да, с Асадом. Это, к сожалению, может быть долго. Вот если просто надеяться, что они сами себя, так сказать, в итоге съедят. Нет. Как бы надеяться на то, что кто-то в итоге проведет там дворцовый переворот против Лукашенко, это можно бесконечно. Лучше все-таки решить вопрос самостоятельно белорусам самим. Але якім чынам, калі там зараз у Беларусі фактычна не засталося, на дадзены момант прынамсі, тых, хто гатовы нешта зрабіць? Да, это сложный вопрос. Это как восстание в концлагере, да, как Собибор. То есть, да, очень долго там убивали людей, да, и жгли и так далее. Но в какой-то момент, да, вот люди не выдерживают, и происходит восстание. Вот в нашей ситуации будут не протесты. Протесты вообще неправильное слово, и оно ничем не помогает, протесты. Я думаю, что рано или поздно будет просто народно-освободительное восстание, которое, да, могут тоже подавить, всякое бывает. А может быть, как в 17 году, казалось бы, незыблемая царская власть с всеми этими галстуками и полевыми судами, все это в итоге рухнуло за месяц-два. Все это может быть. Я ведаю, што сёння вечарам вы ўжо з Варшавы ляціце ў Вільню. І заўтра, хутчэй за ўсё, сустрэнеце са Святланай Ціханаўскай. Вы едзеце проста ўзяць удзел у нейкіх мерапрыемствах, прысвечаных гадавіне, ці ўсё ж такі з нейкім сваім пасылам, з надзеяй давесці штабу і Светлане асабіста нешта такое, параіць, можа быть? Нет, у меня есть, конечно, свои идеи. Я их, кстати, абсолютно честно обсуждаю со своими зрителями на Ютубе, в блоге. Вот. И когда могу, лично всегда рассказываю свои ощущения и идеи. Вот. Но, конечно, основное там будут мероприятия, связанные с годом нашей революции. Я очень надеюсь, что это будет что-то воодушевляющее и с большой надеждой. То есть не просто мы там соберемся поскорбеть и пожаловаться, значит, какая плохая сейчас ситуация. Понятно, что она не самая лучшая. Вот. А будут представлены нашими лучшими политиками, которые там соберутся, некий очень интересный план действий и позитивная повестка. Але ў любым выпадку, вось вы сустракаецеся, і Светлана Георгіевна кажа вам: Андрей, Да. з павагай што вы мне, ваше меркаванне, мне зараз вельмі цікава пачуць, што б вы параілі наступны крок, які зрабіць? Што б вы сказалі? Я бы сказал, надо удивить Лукашенко, да? Надо просто его эмоционально удивить.
Я бы сказал, ну хотите, ну вступите вы в должность, сделайте инаугурацию. И пусть это будет и пусть каждый потом выбирает, какой из них правильный. Ну, вот сейчас время нестандартных шагов. Светлана Георгиевна, она в безопасности, ей это ничего не будет стоить. Да, это и Франак, Вечерка и остальные говорят, ой, это же может как-то помешать там ее нынешним поездкам. Да не в поездках этих дело. Все поездки за год были сделаны правильные, и уже выше, чем Америка, некуда, на Марс не слетаешь. Да? Вот. Сейчас надо Лукашенко удивлять. Делать нестандартные шаги, говорить нестандартные вещи. Не то, что мы уже слышали в 100 обращениях, да, которые вот ты крутишь, ощущение, что одни и те же слова переставляются просто одно с другим. Удивлять. Вот. А как удивлять? Ну, надо вот сесть умным людям и подумать, и отбрасывать первое и второе всегда, которое кажется самым очевидным, и делать самое неочевидное, что может быть. То, что не ждут. Ну што ж, засталося пераканаць Святлану Ціхановскую, што і менавіта вось гэты накірунак трэба абраць, здзіўляць. Ну, а сцэнарыста, вот он, чаму ж, каму яшчэ прыдумаць сцэнар вот гэтага плана «Здзіўляй», «Здзіві Лукашенко». Андрей Курэйчык, Зміцер Лукашук у сумесным праекце «Еўрарадыё» і «Е-прамова». Слухайце і глядзіце нас. Жыве Беларусь!